Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагаем музейный урок Ильяс Эсенберлин «Предвестник независимости», посвященный воспоминаниям Ахмета Усимбаева, вице-президента фонда имени Ильяса Эсенберлина, переводчика, автора научно-популярного сборника «Анатомия души». В своей книге «Анатомия души» Ахмет Ахметович называет Ильяса Эсенберлина предвестником независимости, певцом свободы, явлением в истории и культуре Казахстана. Он раньше других понял, что нельзя прогнозировать наперед, не зная свою историю. Вот почему миссионер Эсенберлин уходил в глубину веков, откапывая там наиболее значимые события и реальные фигуры. Ильяс Эсенберлин всегда тяготел к анализу и осмыслению эпохальных событий как своего времени, так и прошлых веков. Повесть бурливо течет Есиль, река Есиль, на берегу которой строится и хорошеет новая столица суверенного Казахстана. Сегодня она действительно приковывает к себе всеобщее внимание. Такое впечатление, как будто Эсенберлин 40 лет назад предвидел бурную жизнь на берегах этой спокойной реки. В Казахстане есть более крупные и быстрые реки, но он выбрал именно Есиль. Название его романа «Золотые кони просыпаются» и «Золотая птица» олицетворяют величие, красоту и грацию. И спустя 30 лет все эти же образы в качестве символов оказались востребованными в геральдике нашего государства. То есть конь – олицетворение кочевой цивилизации, и крылья степняка изображены на гербе Республики Казахстан. Золотая птица теперь парит на флаге Республики Казахстан, уже в виде орла, расправив свои могущественные крылья над солнцем и над великой степью. Его произведения – это пища для размышлений, бесконечная череда анализирующих событий, происходящих из эпохи в эпоху. Литературное наследие Ильяса Эсенберлина является значимым событием в культуре Казахстана. Спасибо за внимание.